В эфире еженедельная информационно-аналитическая программа «События недели». Я ее ведущая Елена Лола. Здравствуйте. На этой неделе Абхазия поддержала Россию и ввела ограничения против Турции. Министерство иностранных дел Абхазии выступило с заявлением, что республика продолжит развивать всесторонние связи с многочисленной абхазской диаспорой в Турецкой республике. Мы рассматриваем их как граждан Республики Абхазия. Следовательно, данные меры не могут касаться нашего сотрудничества, говорится в сообщении МИДа. Но часть абхазской общественности выражает серьезное беспокойство таким развитием событий. Так как санкционная политика отразится на взаимоотношениях с абхазской диаспорой в Турции? Об этом мы поговорим с гостем студии. А пока напомним о том, что интересного произошло на уходящей неделе. Абхазия присоединилась к российским санкциям против Турции. В соответствующем распоряжении, подписанном 11 января премьер-министром Артуром Микваби, говорится о том, что российско-абхазский договор о союзничестве и стратегическом партнерстве предусматривает проведение скоординированной внешней политики Абхазии и России. В документе содержится перечень министерств, которым до 20 января 2016 года поручено выработать предложение по сокращению экономического взаимодействия с Турцией. В частности, Министерство экономики совместно с Министерством сельского хозяйства и Государственным таможенным комитетом Республики Абхазия обязаны предоставить предложения по выработке временных ограничительных мер по импорту отдельных видов товаров, страной происхождения которых является Турецкая Республика. Также будет закрыт доступ для турецких компаний к работам в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономического развития Абхазии на 2015-2017 годы. Генпрокуратура Абхазии завела уголовное дело в отношении должностных лиц таможенного комитета. В ходе внутренней проверки была выявлена разница между оприходованными в кассу таможни и сданными в банк таможенными платежами за 2015 год. Разница составила около 31 миллиона рублей. По данному факту Следственным управлением Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц таможенного комитета по статье «Присвоение или растрата чужого вверенного имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 12 лет с конфискацией имущества. Действие нового закона о налоге на добавленную стоимость обсудили 12 января на расширенном заседании парламентского комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам с участием членов правительства. Как отмечали депутаты, продовольственные товары не должны облагаться НДС до утверждения списка товаров, не подлежащих налогообложению на добавленную стоимость. О развитии автомобильного спорта в Абхазии и возможности проведения в 2016 году международного турнира по классическому ралли в республике говорилось на встрече вице-президента Виталия Гамния с группой учредителей Федерации автомобильного спорта Абхазии во главе с президентом Федерации Джумбером Салумко. Организатор соревнований по классическому ралли в России генеральный директор компании «Мотоспорт Ивентс» Тимур Кафаров отметил, что в Абхазии есть все условия для развития автомотоспорта: природный рельеф, климат и заинтересованность молодых людей к этому виду спорта. Определены 12 команд участников чемпионата мира по футболу, проводимого к УНИФА среди национальных команд, не входящих в ФИФА. Чемпионат пройдет с 28 мая по 6 июня в Абхазии. Жеребьевка команд для участия в чемпионате мира прошла в итальянском городе Бергамо. Абхазскую делегацию возглавлял Руслан Аджинджал, президент Федерации футбола. Напомним, 4 января 2015 года Организационным комитетом Федерации футбола Абхазии было принято решение проведения чемпионата мира по футболу среди национальных команд, не входящих в ФИФА, с 28 мая по 6 июня 2016 года. Премьер-министр Абхазии Артур Микваби 13-14 января посетил с рабочим визитом Москву. В российской столице он провел переговоры с помощником российского президента Владиславом Сурковым, начальником управления президента по социально-экономическому сотрудничеству с государствами, участниками СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олегом Говоруном и его заместителем Денисом Травиным. В ходе встреч обсуждались вопросы социально-экономического сотрудничества между двумя странами. Также премьер-министр провел ряд встреч в Государственной Думе. Об этом сообщает сайт Кабинета министров. Вечером 13 января абхазы отметили Ажирны – День возрождения мира, обновления. Это один из главных праздников в цикле обрядов традиционной этнической религии абхазов. Ажирны – праздник, которому больше 2000 лет. Основным местом его проведения является Ажира – кузня в сельских родовых
родовых усадьбах, которая состоит из наковальни, клещей и молота. По традиции абхазы в этот день режут петухов и коз, а Жернухя входит в число государственных праздников и является нерабочим днем. В селе Истонка Гульрыбского района произошло сильное возгорание электрической подстанции Уарча. Пожар начался в половине второго ночи в четверг. На месте происшествия работали несколько пожарных расчетов. Аварии была присвоена высшая категория сложности. Из-за происшествия обесточенными оказались ряд населенных пунктов в восточной части Гульрыбского района, а это несколько сел. Работы по экстренной ликвидации аварии вели службы компаний «Черноморэнерго» и «Гульрыбский РЭС». 10 тысяч туристов посетили Абхазию в период новогодних каникул. Это на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Абхазии ожидали большего числа гостей, но из-за погодных условий некоторые экскурсии были отменены. К примеру, дорога на Рицу была перекрыта, и добраться туда можно было лишь на машинах повышенной проходимости. В результате Рицинский реликтовый национальный парк с 1 по 10 января этого года посетили 3652 экскурсанта, а за аналогичный период прошлого года 5450 человек. Новоафонскую пещеру 6983. В 2015 году их было 8899. Это все, чем запомнилась уходящая неделя. А сейчас поговорим о возможном влиянии российско-турецкого кризиса на связях Абхазии с диаспорой в Турции. Гость нашей студии сегодня – полномочный представитель Абхазии в Турции Инар Гицба. Здравствуйте, Инар Альбертович. Вы буквально сегодня вернулись из Турции, вам есть что рассказать. Первый вопрос у меня будет такого характера. Правительство Абхазии обсуждает возможные меры по ограничению политического и экономического присутствия Турции в Абхазии. Между тем, мы знаем, что в Турции проживает многочисленная абхазская диаспора. И многие в республике всерьез озабочены тем, что в результате санкций контакты абхазской диаспоры в Турции с исторической родиной прекратятся. Действительно ли возможен такой сценарий развития событий, или же не стоит так сильно сгущать краски? Я, конечно, прекрасно понимаю волнение по этому поводу. Действительно, и в среде абхазской диаспоры с таким вот волнением восприняли известие о том, что Абхазия присоединилась к санкциям в отношении Турецкой Республики. Но, если вы помните, я хочу это подчеркнуть, и президент Рауль Джункович Хаджимба говорил о том, что эти меры ни в коем случае не будут направлены на ограничение общения с представителями нашей диаспоры, постоянно проживающей в Турции. И было соответствующее заявление и Министерства иностранных дел, и моя последняя поездка в Турции, одной из основных целей было донесение до руководства Федерации абхазских культурных центров и Федерации кавказских культурных центров истинных правовых основ, в связи с которыми подобное решение было принято. Абхазия, как ответственный партнер в двухсторонних отношениях, руководствуясь двухсторонними соглашениями с Российской Федерацией и обоюдно взятыми на себя обязательствами, приняла решение по присоединению. Но вот следует действительно отметить и подчеркнуть, что ни в коем случае эти меры ограничительные, которые сегодня обсуждаются, не будут направлены на ограничение отношений, связи с представителями нашей диаспоры, там проживающей. И наши партнеры с российской стороны, я встречался и с генеральным консулом Российской Федерации в Стамбуле, и с послом Российской Федерации. Они понимают значимость для Абхазии этого вопроса и понимают чувствительность этой темы в среде абхазской диаспоры, абхазо-адыгской диаспоры в Турции. По вашим наблюдениям, абхазы, проживающие в Турции, почувствовали ли на себе ухудшение российско-турецких взаимоотношений? Есть ли у них проблемы приезда на историческую родину? Подпадают ли они под визовые ограничения? На каком-то этапе, конечно, почувствовали. Но тут нужно понимать, что это усиление режима безопасности Российской Федерации. Но, тем не менее, к тем гражданам Турции, которые являются этническими абхазами,
и совершают поездку на территорию Республики Абхазия, которая является им исторической родиной, да, особых сложностей в передвижении и транзите не было. Да, на каком-то этапе были более углубленный досмотр, да, это на самом первом этапе. Там, но препятствий или запретов нам, по крайней мере, об этом ничего не известно. Надеемся, что в дальнейшем подобное отношение, оно как бы будет продолжено к нашим соотечественникам. И приятно отмечать, что есть такое, может быть, по крайней мере, на чисто человеческом уровне, да, понимание разграничения. Вот это вот гражданин Турции турок, и это гражданин Турции, но этнический абхаз. И все-таки, на мой взгляд, есть более мягкое отношение к той категории граждан Турции, которые являются этническими абхазами и совершают транзит через территорию Российской Федерации в Республику Абхазию. Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений между Абхазией и Турцией, тем не менее, деловые и культурные контакты очень достаточно активно развиваются и развивались. Развивался также активно бизнес. Правительство Абхазии успокаивает и говорит, что санкции диаспору не затронут, то, о чем вы тоже говорили, что бизнесу не стоит опасаться. Нам неизвестны случаи, когда бизнес, который работает на территории Республики Абхазия, испытывал особые сложности именно целенаправленные. Да? Это общая сейчас тенденция, вы знаете, сложная экономическая ситуация в мире, в регионе, и определенные влияния это и отражается и на бизнесе, который организован нашими соотечественниками из Турции в Абхазии. Нужно тут понимать, что основная, если не как бы вся часть этого бизнеса, она организована нашими соотечественниками из Турции. Да, они граждане Турции, но этнические абхазы, адыги и другие братские представители братских кавказских народов работают вот в этом направлении. Действительно, за последнее время наблюдалась динамика развития этих отношений. Да? И наше культурное присутствие в Турцию увеличивалось. Нас приглашали на различные фестивали, мероприятия культурного характера. И в этом, опять-таки, следует отметить большая заслуга и роль представителей нашей диаспоры, которые там активно участвуют в жизни, в общественной жизни, в культурной жизни Турецкой Республики. И наше участие, действительно, вот я имел возможность присутствовать на детском фестивале 23 апреля. Это международный детский фестиваль, организован в память о лидере турецкого государства Кемале Ататюрке, да, и наши ребята с Абхазии приняли официальное участие. И насколько они своим участием обогатили, влились вот эту в семью народов, да, вот, дети которых представляли каждую страну своей культурой, танцами, песнями. И действительно, турецкая сторона понимает, что как бы культурное присутствие Абхазии в Турции, оно должно как минимум быть представлено. Что вам известно о реакции лидеров абхазской диаспоры в Турции на то, как развиваются события? Они дают себе отчет в том, что те решения, которые здесь формируются, они обоснованы, выверенные и принимаются на основе правовых отношений Республики Абхазия со своими партнерами. В частности, вот в ходе моих встреч, бесед с руководством Федерации и абхазских культурных центров, и Федерации Кавказских культурных центров, конечно, высказывалась некоторая озабоченность, как это отразится, как будут развиваться дальнейшие контакты исторической родины с диаспорой, которая в большом количестве проживает, в частности, на территории Турецкой Республики. И вот мы говорили о том, что ни в коем случае те решения, которые принимаются в Абхазии, никоим образом не направлены на ухудшение
взаимодействия с нашей диаспорой, что вопрос развития отношений, динамического укрепления связи с нашими братьями, которые там живут, это одно из приоритетных направлений формирования политической повестки вообще Абхазии. Вообще интересно, насколько наша диаспора информирована о внешней и внутренней политике, которая происходит на их исторической родине. Находясь за пределами Республики Абхазия, тем не менее, очень пристально следят и пытаются даже на каком-то уровне участвовать. Как это проявляется? Вот, например, в тот день, когда премьер-министр подписал постановление, распоряжение о присоединении Абхазии к ограничениям в отношении Турецкой Республики, мне вечером уже начали звонить, я находился тогда здесь, в Абхазии, мне вечером уже начали звонить из Турции вот, представители нашей диаспоры с просьбой разъяснить, что это такое. То есть они мне пересылали текст на русском языке, используя интернет-программы, пытались перевести, но там как бы перевод не всегда бывает точный. И вот просили меня разъяснить, что это и как это отразится, да, вот на нашем взаимодействии. Я лично и вот мои коллеги, с которыми мы работаем в Турции, ребята из Министерства иностранных дел, да, вот с отдела Турции и Ближнего Востока, ежедневно, ежечасно, можно сказать, вели и ведут, продолжают вести работу по разъяснению вот этой вынужденной меры. Было соответствующее заявление Министерства иностранных дел, я вот уже выше говорил, и Федерация абхазских культурных центров по этому поводу тоже сделала заявление у себя на сайте. Да. В чем суть этого заявления? Суть, если в двух словах суммировать, заключается в том, что представители абхазской диаспоры, как граждане Турции, но тем не менее сохраняющие духовную и родственные и различные другие связи с исторической родиной, очень тревожно следит за развитием ситуации, но выражает надежду на то, что как бы кризис будет преодолен в ближайшее время с минимальным ущербом для сторон. Как бы. Ну, вот это если суммировать. Оно действительно было достаточно сбалансировано, было достаточно сдержанным. И, кстати, там тоже подчеркивалось, что Абхазия как ответственный партнер в двусторонних отношениях выполняет возложенные на нее обязательства. Резюмируя, да, отношение диаспоры к этим событиям, можно сказать, что они с пониманием относятся к тому, что происходит. Там есть полное доверие руководству страны. Вот мне неоднократно в личных беседах подчеркивалось, что наверняка Абхазия, принимая какие-либо политические решения, оценивает ситуацию, оценивает последствия, руководствуется интересами и Республики Абхазия и ее граждан, да, в том числе и диаспоры, проживающие за рубежом. И они чувствуют это, что действительно для Абхазии важно учесть интересы каждого гражданина, в том числе и представителя диаспоры. Насколько активно представительство Абхазии в Турции контактирует с посольством России в Турции? Ну, у нас традиционно... На каком уровне у нас эти контакты? У меня личные контакты с руководством, с послом Российской Федерации в Турецкой Республике Андреем Геннадьевичем Карловым. Мы регулярно встречаемся в рамках развития статьи 4 договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия, да, в части, касающейся координации внешнеполитических усилий. Традиционно дружественно у нас рабочие встречи проходят, проводим консультации по тем или иным значимым вопросам. Да. Расскажите теперь о работе представительства Абхазии в Турции, которое вы возглавляете. Повлияло ли на его работу ухудшение российско-турецких взаимоотношений? В прошлом году какую работу представительство вело? Вот интересно. И что делается по налаживанию контактов с абхазской диаспорой? Одной из основных задач это было повышение престижа самого органа полномочного представительства в Турции, которое оказывает содействие в
укрепление разносторонних связей с диаспорой Абхазии, которая проживает в Турции, с диаспорой представителей других братских кавказских народов. Это укрепление взаимодействия с культурными центрами, с федерациями. Это укрепление взаимодействия и налаживание прочных каналов связи между исторической родиной и диаспорой. Это содействие по развитию культурных проектов, организовываемых представителями нашей диаспоры, там проживающие. Мы содействуем налаживанию контактов между Федерацией абхазских культурных центров, Федерацией кавказских культурных центров с органами власти Абхазии. Да, это и по молодежной линии, это и по линии Министерства культуры, это и по линии здравоохранения. Мы оказываем содействие в обеспечении и укреплении контактов между Государственным комитетом по репатриации и диаспоральными организациями, которые в Турции. Федерация абхазских культурных центров оказывает координирующую и собирательную, если можно так сказать, да, роль. Ну и направляющую в том числе. И кроме того, Федерация абхазских культурных центров, находясь в ежедневном взаимодействии, могу даже так сказать, по разным вопросам с различными ведомствами и организациями на территории Республики Абхазия, вот как бы осуществляет еще и ретрансляцию тех событий, которые происходят в Абхазии, широкой общественности наших соотечественников там. Несколько лет назад абхазская диаспора разделилась. На какой почве произошло разделение и что сейчас происходит в абхазской диаспоре? Существуют некоторые внутридиаспоральные сложности. В основном это связано было с тем, что когда создавалась Федерация абхазских культурных центров, на мой взгляд, не было достаточно подробно и детально представлена суть и цель создания Федерации абхазских культурных центров. И тогда это воспринялось представителями, некоторыми представителями Федерации кавказских культурных центров, которая объединяла всех выходцев с Кавказа, как вот некое отделение абхазов от общей кавказской семьи. Но сегодня, благодаря в том числе и деятельности полномочного представительства, мы стараемся создать комфортные условия для осуществления диалога между руководством. И с удовлетворением хочу отметить, что действительно успехи в этом направлении есть. Сегодня уже существует понимание того, что создание Федерации абхазских культурных центров ни в коем случае не было, ну, если позволите использовать такой термин, как раскольничество вот внутри самой диаспоры кавказской в целом. Мы стараемся донести до тех, которые тогда именно подобным образом оценили процесс создания Федерации абхазских культурных центров, суть и важная значимость для Абхазии существования Федерации абхазских культурных центров. И сегодня уже наблюдаем понимание, сегодня уже осуществляются контакты. В частности, нам удалось в 2014 году организовать совместный приезд руководства Федерации абхазских и кавказских культурных центров на встречу с президентом Республики Абхазия Раулем Джунковичем Хаджимба, где была подробно оговорена ситуация, где были намечены планы, где сверсталась такая дорожная карта, а самое главное, подтверждено стремление и намерение на преодоление вот этих сложностей, которые существуют. Какое количество людей объединяют эти федерации? Сколько человек туда входит? Федерация абхазских культурных центров состоит из 13 региональных центров. Ну, это где-то порядка 5000 человек. Но сейчас, вот я буквально вчера разговаривал с руководителем Ахметом Джилан Хапат, который ставит
цель на ближайшую перспективу кратного увеличения этого количества. И Федерация Кавказских культурных центров, она старше, она намного раньше была создана, и она включает в себя культурные центры различных представителей кавказских народов братских. Она, по разным оценкам, порядка 10-15 тысяч. В связи с понижением курса рубля, наверняка это отразилось на бюджете представительства. Какие программы вам придется сократить в этом году? Падение курса рубля по отношению к турецкой лире, исходя из того, что бюджет полномочного представительства формируется, верстается в рублях, валютные поступления значительно сократятся. Но мы будем стараться все-таки не сворачивать те планы и те проекты, которые были нами обозначены на ближайшую среднесрочную перспективу. В результате нашей деятельности за 1,5 года нам удалось открыть буквально за пару недель до Нового года главный офис в столице Турецкой Республики, в Анкаре. Это солидное 4-этажное здание в районе, где располагаются дипломатические представительства ряда других государств, в том числе и тех государств, которые потенциально дружественно настроены в отношении развития отношений с Абхазией. У нас также ежедневно ведется работа по дипломатической линии. Это развитие дипломатических контактов со страной пребывания на региональном уровне. За последнее время мы смогли укрепить и развить личные контакты с дипломатами, аккредитованными других стран, аккредитованными в Турции, и навязать прочные каналы с представителями органов власти Турецкой Республики. В этом нам большое содействие и помощь опять-таки оказывают наши соотечественники там проживающие, которые нередко занимают очень значимые посты, должностными лицами являются, или у которых просто личностные добрые отношения с представителем власти. Последний вопрос. Какие планы вы намерены реализовать в этом году представительства? Мы планируем усиление деятельности, увеличение каналов взаимодействия с диаспорой нашей. Это увеличение количества проектов совместных по популяризации абхазской культуры, абхазского языка, сохранению традиционных ценностей, участие в различных мероприятиях, организовываемых на территории Турецкой Республики различными регионами, городами, административными округами. Это содействие Федерации абхазских культурных центров по налаживанию контактов с органами власти, ведомствами, комитетами. Это усиление работы по налаживанию контактов с представителями органов власти Турецкой Республики. Конечно же, у нас будут поддержаны проекты, нацеленные на усиление контактов представителей абхазской диаспоры с различными бизнес-кругами Турции. У нас назначен торговый представитель МИД Абхазии в Турецкой Республике, это наш соотечественник Рухи Караль Ачугба. Кстати, благодаря его, в том числе и финансовой поддержке, нам удалось организовать офис в Анкаре, в столице Турецкой Республики. Он активную деятельность осуществляет по вопросам привлечения инвестиций на территорию из Турецкой Республики на территорию Республики Абхазия. У нас продолжится работа по наращиванию дипломатических связей, каналов. Это и донесение официальной позиции Республики Абхазия по тем или иным событиям, значимым для Абхазии. И, конечно, региональная деятельность. То есть, находясь в Турции, мы осуществляем еще
взаимодействия с представительствами стран Ближневосточного региона. И эта работа будет продолжена. Планируем дипломатическое усиление нашей миссии, да, это численного состава дипломатов, которые будут работать в Турции. Сегодня нас там трое. Планируем еще хотя бы одного дипломата для офиса в Анкаре, одного дипломата для офиса в Стамбуле, который мы сохраняем и считаем очень важным. Надеемся, что те сложности, которые сегодня существуют, да, в региональном контексте, будут в ближайшее время преодолены, и наша деятельность там не будет ограничена, я понимаю, там объективными, конечно, процессами, но тем не менее мы рассчитываем на все-таки развитие нашего присутствия в Турецкой Республике. Инар, ну что ж, на этом у меня все вопросы. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы и успешной реализации всего задуманного. Спасибо большое. Уважаемые телезрители, а я напоминаю, в студии был полномочный представитель Республики Абхазия в Турции Инар Гицба. Мы продолжаем выпуск. 15 января в Гудауте было разрушено здание, представляющее собой историко-культурную ценность. Горожане, увидевшие, как большой трактор сносит одно из красивейших зданий города, сообщили в местное отделение Департамента по охране историко-культурного наследия. Работы были приостановлены, но дело было сделано. Для разбирательства случившегося в Гудауту выехал заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Баттал Кубахия. На месте происшествия побывали и наши корреспонденты. Репортаж Амры Амичба. Двухэтажное здание 1902 года постройки разрушилось в ходе расчистки, говорит представитель собственника. Здание стояло в Гудауте в весьма привлекательном месте для любого инвестора. В 100 метрах от моря на пересечении улицы Пушкина и проспекта Героев. Собственник Дауд Романович Лейба собирался отремонтировать дом с тем, чтобы жить в нем, сказал его представитель Инар Пкин. По просьбе собственника именно он вел накануне работы по расчистке территории. Если бы у меня была бы цель снести, я бы убрал бы забор. Правильно? И снес бы его, для того, чтобы не повредить. Представитель собственника утверждает, что не знал о том, что здание является памятником архитектуры. Зарегистрировали в РКПИ, нигде никто нам не сказал, что это памятник историко-культурного значения. Когда это обязанность их. Получается, вы не знали, что объект является памятником истории? По словам Баттала Кубахи, здание еще в советские годы было внесено в список памятников архитектурного наследия, который пролонгирован в 2000 году. А 29 декабря 2015 года указом президента был узаконен государственный список объектов историко-культурного наследия, куда входит и этот объект. Данный собственник утверждает, что он не знал, что это памятник архитектуры. Я связался с БТИ. Предупредили ли они собственника, когда оформляли сделку 15 декабря прошлого года, что это памятник? Ну, говорит, нас не спрашивали, мы не сказали. На самом деле они должны были это предупредить. Сегодня мне говорят, что тут пытались расчистить пристройки, которые не являются объектами охраны к самому дому. Мне трудно судить, но я думаю, что прокуратура этим занимается. Сделать соответствующую экспертизу, является это ли расчистка или разрушением. Баттал Кубахи рассказал, что всего 4 месяца назад из Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия приезжали осмотреть здание. Обсуждали в администрации района, что строение ни в коем разе нельзя сносить, что надо его как-то реконструировать, восстановить, так как представляет собой уникальную городскую архитектуру начала прошлого века. В Абхазии это не единичный случай, когда разрушается здание, являющееся памятником историко-культурного наследия. До сих пор нет прецедента, когда собственник понес бы какое-либо наказание за содеянное. Понесет ли ответственность собственник этого здания – вопрос, который остается открытым. Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия намерено передать дело в прокуратуру. Амра Амичба Саидайба, Абхазское телевидение. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до свидания.